В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. В студии Гугут Савардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте. Печальные вести. Из жизни ушел известный поэт, доктор филологических наук, общественный и политический деятель Владимир Зантария. Узаконить мощности. В силу вступило постановление об особом порядке подключения к электросетям. Развитие молодежных инициатив в Абхазии. Об итогах работы представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Абхазские ученые и космическая биология. Вклад в подготовку человека к полетам в космос. Начнем выпуск с печальной вести. 21 марта в возрасте 73 лет ушел из жизни Владимир Зантария, известный поэт, академик, доктор филологических наук, общественный и политический деятель. Владимир Зантария – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия, заслуженный работник культуры, кавалер ордена Ахзябша второй степени, председатель Ассоциации писателей Абхазии, главный научный сотрудник отдела литературы Абеги имени Дмитрия Гулия. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Владимира Зантария. В своем обращении он отметил, с глубокой скорбью воспринял весть об его уходе. Это огромная утрата для абхазской литературы и науки. Владимир Зантария был не только талантливым литератором, но и одним из первых депутатов парламента Абхазии, ярким журналистом и человеком, посвятившим свою жизнь служению народу и развитию нашей национальной культуры. Президент также вспомнил недавнюю встречу с поэтом, на которой обсуждались важные вопросы, касающиеся состояния абхазского языка и его будущего. Эта встреча оставила очень теплые воспоминания, добавил Бадра Гунба. Владимир Зантария навсегда останется в памяти людей как выдающийся представитель абхазской культуры и науки. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Президент Абхазии подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по организации похорон Владимира Зантария. Государственную комиссию возглавил вице-премьер республики Джансух Нанба. С 5 марта по 1 июня 2026 года в республике введен новый порядок подтверждения электрических мощностей. Что нужно знать юридическим лицам и организациям, мы узнали детали. Теперь юридические лица, а также бюджетные и муниципальные организации, которые владеют объектами на праве собственности или на другом законном основании, должны подтвердить электрические мощности своих объектов. Это касается как объектов, присоединенных до 27 сентября 1991 года, так и тех, которые получили разрешение на подключение в период с 27 сентября 1991 по 6 марта 2009 года. Для этого в Черноморэнерго необходимо предоставить пакет документов. Что нужно для того, чтобы получить подтверждение технических условий на присоединение? Необходимо предоставить следующие документы. Необходимо предоставить документы, подтверждающие факт выдачи технических условий до 27 сентября 1991 года. Это старые технические условия советского образца. Либо выданные документы, подтверждающие факт разрешения присоединения к электрической сети с 27 сентября 1991 года по 6 марта 2009 года. Документы, подтверждающие согласие присоединения к электрической сети, документы, определяющие границу балансовой принадлежности к электрической сети, проектную схему внутреннего электроснабжения, расчетную схему внутреннего электроснабжения, либо иные документы, которые подтверждают факт функционирования объекта в послевоенное время и в довоенное время с присоединением к электрической сети. Если потребитель не может предоставить необходимые документы для подтверждения электрических мощностей или подал соответствующий запрос, то данная процедура будет проводиться межведомственной комиссией. В этом случае комиссия совместно с представителями местной администрации выезжает на объект и использует архивные данные.
У нас есть архив, есть карточки потребителя, в которых в любом случае определено место подключения, мощность подключения и какое оборудование было установлено. Какие-то архивные данные у нас сохранились, на основании их мы можем подтвердить. Мы выезжаем на место, определяем подключение, возможность технического подключения и определяем, замеряем фактическое потребление. На сегодняшний день я вам могу сказать, что практически все объекты курортного гостиничного типа, которые были введены в эксплуатацию в довоенное время, они, естественно, имеют технические условия, которые им выдавались при проектировании, при строительстве, но они в ходе военных действий, послевоенное время утеряны, поэтому их мало у кого есть в наличии, и они так и не получали эти технические условия в настоящее время. Поэтому это больше всего относится к таким объектам, к объектам производственного типа, то есть к каким-то бывшим заводам, чайфабрикам, не знаю, объектам государственным, бюджетным организациям, которые утеряли свои архивные данные и не имеют такую возможность подтверждения. При предоставлении подтверждения электрических мощностей следует учитывать несколько важных аспектов. Прежде всего, у абонента не должно быть долгов за потребленную электроэнергию. Документ выдается на основании ранее утвержденных технических условий и данных о фактическом потреблении. Если фактическое потребление превышает заявленную мощность, то увеличение мощности подтверждается в соответствии с техническими условиями и действующими тарифами. Подтвержденная ранее выданная мощность, довоенная, послевоенная, она на основании утвержденного постановления выдается без взимания платы. Действие данного постановления не распространяется на физические лица и не распространяется на объекты физических лиц, которые были переведены с коммунально-бытового объекта на объекты коммерческой деятельности. Например, это жилой дом передается в объект коммерческой деятельности юридическому лицу. В таком случае подтверждение мощности не предусматривается. Вот убедительная просьба всех заинтересованных лиц, обратиться в производственно-технический отдел РУП Черноморэнерго в городе Сухум и предоставить документы на подтверждение и получить технические условия, подтвержденные, выданные уже в настоящее время. Постановление Кабинета министров об особом порядке подключения к электрическим сетям принято в связи с тем, что любое технологическое присоединение должно осуществляться в строго установленными законодательными нормами и правилами. Это обеспечивает законность процесса и гарантирует соблюдение всех необходимых требований и стандартов. Технические условия необходимы для того, чтобы они определяют мероприятия, по каким условиям необходимо выполнить мероприятие для того, чтобы правильно подключиться к электрической сети. Технические условия необходимы для того, чтобы мы могли прогнозировать объем потребления в республике, то есть прогнозировать на несколько лет для того, чтобы мы могли планировать увеличение мощности наших подстанций. То есть все это взаимосвязано и действительно необходимо, нужно нам, и существует эта мировая практика. Постановление Кабинета министров об особом порядке подключения к электрическим мощностям принимается с 2018 года в 3-й раз. Документы для подтверждения в производственно-техническом отделе Черноморэнерго в Сухуме принимаются с 5 марта по 1 июня 2026 года. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. С момента открытия представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии в 2025 году на площадке ДВФМ прошло порядка 68 мероприятий, еще 22 с начала этого года. Основная цель представительства – продемонстрировать молодежи Абхазии уникальные возможности для участия в форумах и мероприятиях за пределами республики. Полученные знания и навыки они смогут внедрять на родной земле, способствуя развитию общества и реализации новых идей.
Все мероприятия представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии направлены на поддержку молодежных проектов, в том числе грантовую, туризм, социальное проектирование. С начала работы ДВФМ здесь прошло порядка 68 мероприятий. Команда представительства уже дважды выезжала в районы Абхазии. Одним из таких интересных направлений действительно стало навыки искусственного интеллекта. Факт-чекинг еще была у нас лекция, тоже была очень интересна для молодежи, потому что мы учили отличать настоящую информацию, правдивую, от фейковых новостей и какой-то компрометирующей информации. Поэтому важным составляющим еще стал приезд на площадку наших коллег из России, из экосистемы Росмолодежи, так как представительство, в принципе, изначально стало точкой представленности российских проектов и координации проектов Республики Абхазия, их взаимодействия. Поэтому периодически к нам приезжают коллеги из различных молодежных организаций. Сегодня, например, это российские студенческие отряды проводят двудневный интенсив, Роспатриот-центр, «Твой ход». Открытие представительства стало результатом взаимодействия России и Абхазии. Это своего рода наследие Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в 2024 году в городе Сочи в Сириусе. А в 2025 году прошел слет участников в Нижнем Новгороде. Дирекция Всемирного фестиваля молодежи, она реализует множество направлений и проектов, но главным ее является это как раз проведение в 2026 году, вот сейчас из ближайших, Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, куда отправится делегация из Абхазии. Она будет иностранной, многочисленной, одной из самых многочисленных делегаций, порядка 200 участников. И по итогам открытия, так скажем, в рамках открытия молодежь задала вопрос президенту и Сергею Владимировичу, можно ли у нас такой фестиваль провести. И когда заседал Организационный комитет по проведению Международного фестиваля молодежи, было принято решение провести международную экспедицию, в том числе в Республике Абхазия. Это первая международная экспедиция. Помимо нее еще регионы России, там их порядка 35 будет принимать иностранную молодежь после фестиваля. И вот Республика Абхазия также примет иностранных участников фестиваля к себе сюда, показать страну уже по всем направлениям. Представительство ДВФМ также имеет несколько рубрик: разговор на уровне, встреча с успешными людьми, обучающие сессии по социальному проектированию совместно с ресурсно-методическим центром, интенсивы совместно с организациями экосистемы Росмолодежи, лекции от Российского общества знания, досуговые мероприятия. В рамках этих рубрик проходят мастер-классы, лекции, семинары. Главными нашими партнерами стал Госкомитет по молодежи и спорту Республики Абхазия, Абхазский государственный университет. Это такие ключевые первые партнеры, которые с нами взаимодействовали. Также прошла при поддержке Росмолодежи, дирекции Всемирного фестиваля молодежи, Госкома по молодежи и спорту стратегическая сессия. То есть это такое было масштабное мероприятие, были разного уровня эксперты, спикеры, которые 3 дня работали с молодежным сообществом, управленцами, кто работает с молодежью по формированию уже такой целевой программы для развития молодежной политики Республики Абхазия. И понятно, что эксперты уехали, мы здесь остались, в принципе, помогать Государственному комитету организовывать вот эту всю систему, помогать им в проведении мероприятий. И в целом сейчас мы этого уже и достигаем. Юлия Красцова отметила, что на этот год запланировано порядка 100 мероприятий в рамках плана, но он постоянно дополняется. План сейчас продолжать делать то, что мы делаем, потому что взаимодействие действительно удалось выстроить успешно. Стараться привлекать, у нас уже порядка 30 российских организаций, которые готовы сюда приехать в течение нашего запланированного года работы. Конечно, глобально это проведение вот таких международных событий. Но и приезд каждый раз партнеров – это тоже существенный вклад в развитие молодежной политики здесь. И в целом мы будем продолжать, так сказать, увеличивать и количество партнеров со стороны России, и количество партнеров здесь, на территории Абхазии, чтобы молодежь могла с ними коммуницировать. Цель представительства – показать возможности для молодежи Абхазии, чтобы они, выезжая, в том числе на форумы или участвуя в мероприятиях, потом внедряли здесь свои навыки. Аэлита Арутюнян, Юрий Катиба, Абхазское телевидение.
12 апреля 1961 года мир стал свидетелем исторического события – первого полета человека в космос. Юрий Гагарин, совершивший этот подвиг, открыл новую эру в космонавтике. Но за кулисами этого успеха стояла работа множества ученых, в том числе и абхазских специалистов, которые внесли значительный вклад в изучение влияния космических условий на живые организмы и подготовку человека к длительным полетам. Всего через год ИЭПИТ отметит столетие со дня основания. Об истории института, единственного в своем роде, об его сегодняшнем дне расскажем далее. В знойный августовский день 1927 года в Сухумской бухте бросил якорь пароход «Пестель». Судно было предназначено для перевозки небольшого количества пассажиров и грузов. Доставка грузов была для сухумчан обычным делом, но не в этот раз. На берегу собралось много народу, так как «Пестель» привез 4 обезьяны в клетках. Впервые о создании питомника обезьян в Сухуме для медицинских целей заговорил ученый Илья Мечников. Инициаторами выступили исследователи Московского института экспериментальной эндокринологии. В ноябре 1925 года директор института Василий Шервинский обратился к комиссару здравоохранения РСФСР Николаю Семашко с просьбой о создании питомника. В декабре того же года была организована комиссия под руководством Семашко, которая ходатайствовала о размещении питомника, рассматривая Сухум, Батуми и районы Армении. Нестор Лакоба настоял на открытии именно в столице Абхазии. В связи с растущей потребностью медицины и биологии в опытах на обезьянах питомник был создан для акклиматизации животных. Здесь проводились испытания вакцин против полиомиелита, кори и гепатита, а также тестировались новые антибиотики и лекарства. В конце 70-х годов ученые начали подготовку обезьян к полетам в космос, предварительно проводя соответствующие исследования. Все проходило в обстановке особой секретности. На этих архивных фотоснимках изображены Дрема и Иреша, одна из тех пар обезьян, которые стали первопроходцами и сыграли ключевую роль в исследованиях космической биологии. Они провели в космосе неделю больше, чем остальные приматы. Ранее в космическое пространство отправлялись Абрек, Бион, Верный, Гордый. Обезьянам давали прозвища в алфавитном порядке. Животных специально отправляли в космос парами, чтобы облегчить переносимость полета и снизить стресс. Задают очень часто такой вопрос, почему в космос летали парно обезьяны. Потому что обезьяны, приматы, они очень чувствительные животные. И поэтому, чтобы не было испуга, страха, они рядом друг с другом поддерживали. И вот эти все навыки, которые они должны были делать в космосе, первый полет был суточный, потом 4-суточный, последний 4-й полет был уже 7-суточный полет. Разные навыки, потому что 7-суточные, многосуточные полеты, они должны были, конечно, пить воду, есть еду. И все эти навыки они приобретали здесь, на нашей базе, нашей лаборатории. Удачно всем совершали полет и удачно возвращались. После космического полета все макаки-резусы это были, все возвращались сюда, в Сухум, и здесь проживали дальше, и развивались, и даже давали после этого свое потомство. Очень сегодня можно увидеть, мы сейчас каждого не сможем проследить и показать вам, например, но есть потомки тех космонавтов, которые летали в космос. На тот момент советские космонавты уже успели побывать в космосе, однако находиться больше нескольких дней в космическом пространстве не смогли. Реабилитация после 2- или 3-дневного полета занимала почти месяц, поэтому оставалась важная задача – исследовать изменения, происходящие в организме в условиях длительного пребывания в невесомости. Все проходило в обстановке особой секретности. Их время реабилитации в 3 раза больше было, нежели нахождение на орбите. То есть, если космонавт на орбите проводил несколько дней, ну, скажем, месяц, то восстановление его от 3 месяцев до полугода было. И в первую очередь страдали опорно-двигательный аппарат,
нервная система, сосудистая система и так далее. И тогда пришлось вернуться опять к животным, хотя и до этого животные побывали на орбите, это разные грызуны, потом, вы, наверное, помните, белка, стрелка, собаки. Но на этот раз решили обратиться к двойникам, лабораторным двойникам человека, к обезьянам. И с 1983 по 1996 год в космосе побывали 12 обезьян, 6 пар обезьян. Первые 4 пары полетели с нашего института, 5-я пара – это все связано с началом войны. 5-я пара была подготовлена здесь, как раз началась война, и уже готовых обезьян передали Сочинскому институту. Оттуда как раз полетели 5-я и 6-я пара. Когда было выбрано макаки-резусы, первая причина – это меньшая длина туловища по сравнению с павианами, например, и с другими видами обезьян. Затем эти работы проводились вместе с Московским институтом медико-биологических проблем. Тогда был директор академик Газенко. И эта работа занимала не 1 год. Это длительная была работа. Перед полетами проводилась обширная подготовка, включающая модельные эксперименты и специальные упражнения, имитировавшие действия космонавтов. Обезьяны выполняли движения, соответствующие программе полетных экспериментов. Ученые также вживляли электроды в мышцы и головной мозг макак, чтобы фиксировать состояние их физиологических систем во время экспериментов. Биотоки улавливаются микроэлектродами, вживленными в мозг. Мозг к боли нечувствителен. Разные участки мозга управляют различными функциями организма – речью, зрением, движением. Естественно, что эти участки вырабатывают и различные импульсы. Институт даже посещал Максим Горький и принимал участие в одном из исследований, о чем свидетельствуют архивные кадры. Вот здесь вы видите директора тогда института. Это вот человекообразный орангутан наш, это вероятнее всего Бобка, который проживал здесь в нашем центре. Вот в музее я вам покажу, есть у нас его скелет, который сохранился, этого Бобки. Максим Горький, его сын и сотрудники нашего Сухумского питомника, нашего центра в 29 году. Это было всего 2 года, как открыли центр. Но вот стадо пополнялось. Затем, когда он уехал в Москву, в московской даче у него были павианы, маленькие павианы. Но когда павиан до 3 лет, а потом после 3 лет его невозможно содержать, он там становится агрессивный, большой. И поэтому пару павианов его завхоз прислал вместе сопровождения, вот Максим Горький прислал. Это была уже, наверное, зима 1930 года. Во время грузино-абхазской войны многие животные погибли. Из 4500 обезьян в питомнике осталось всего 150. Сотрудники НИЭПИТа продолжали заботиться о животных, даже работая без зарплат. Первый президент Абхазии Владислав Ардзенбак, как ученый, осознавал важность института и не допустил его закрытия. В 1996 году удалось восстановить популяцию обезьян. Институт выжил и продолжает проводить важные исследования, оставаясь центром высококвалифицированных специалистов. В 2027 году он отметит свое 100-летие. Гугл Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения.